И все вы хорошо знаете, что в основе цифровой экономики лежат цифровые платформы, цифровые технологии. Это у всех, можно сказать, на слуху. Но не все представляют, что начало было положено еще в 90-е годы, когда в мире произошла так называемая NBIT технологическая революция. Нано, био, информационные и когнитивные технологии. Они лежат как раз в основе четвертой промышленной революции, и они породили цифровые технологии. Вернее, одно только направление наноэлектроники. Наноэлектроника позволила получить наночипы. Раньше мы работали с микрочипами, где размеры транзистора были примерно несколько микрон, а сейчас мы работаем с наночипами, где размеры транзисторов в 1000 раз меньше, то есть несколько нанометров. В этом отличие наноэлектроники от микроэлектроники, и, соответственно, в 1000 раз возросла производительная мощность компьютеров. Сегодня мы все носим айфоны, которые по своей вычислительной мощности равны суперкомпьютерам 70-х, 80-х годов, которые занимали половину примерно такого зала. Прогресс, конечно же, колоссальный. Мы в Московском государственном университете работаем над математическим аппаратом для новых цифровых технологий. Для цифровых технологий требуется новый математический аппарат. И поэтому я как раз хотел рассказать о том, чем математики стараются как раз помочь в развитии цифровых технологий, сделать их более эффективными, сделать так, чтобы с ними было легче работать каждому пользователю. Снова вернемся к цифровой эпохе, к цифровой экономике. Она только-только начинает складываться. Иногда создается впечатление, что мы уже живем в цифровую эпоху, цифровую экономику. Нет, она делает только первые шаги. Авангардные страны, их всего десяток, вы видите, да, хорошо? Их всего десяток стран, здесь они перечислены: Соединенные Штаты Америки, Япония на востоке, Китай, Индия, Южная Корея. Видите, больше восточных стран сегодня. То есть страны Востока сегодня по всем направлениям лидируют, начинают лидировать как в цивилизационном, так и в научно-технологическом плане. Это закон. Последние 500 лет в развитии цивилизации лидерами были западные цивилизации, а сейчас по закону переходит лидерство восточным цивилизациям. Прежде всего китайской, индийской, буддийской. И надеемся, что и мусульманские цивилизации тоже приобщатся к этому лидерству. Я уже говорил, что все началось с NBIT технологической революции. Она очень важна. И, конечно, передовые страны должны осваивать не только цифровые технологии в готовом виде, они производные от NBIT технологий исключительно одного направления – наноэлектроники. А сами NBIT технологии – это огромный технологический уклад, который ляжет в основу будущей цифровой экономики. В основе цифровой экономики для расчетов используется очень простая формула. Тут вы видите под номером 2. Эту формулу разработал американский экономист Роберт Солоу еще 70 лет тому назад, и он был удостоен Нобелевской премии. Вы видите, что эта формула позволяет рассчитывать динамику валового внутреннего продукта, то есть национального дохода. И она зависит всего от 3 факторов: от технологического прогресса,
буква А от капитала, буква К. И М – это труд, это численность трудящихся, занятых в экономике. Вот обратите внимание, здесь капитал, труд, ВВП, технологический прогресс, здесь нет информации. А информация лежит в основе цифровых технологий. То есть цифровые технологии, цифровая эпоха, она будет зависеть от данных, ресурса основные. Это данные и информация. Вот их как раз в прежних классических уравнениях экономики они отсутствовали. Не было просто необходимости. А данные сегодня, как говорят эксперты, это нефть цифровой экономики. Так же, как нефть имела значение для индустрии основное, вот теперь данные и производство информации будут иметь главное значение в цифровую эпоху. Поэтому математика новая, она должна включать в себя как раз данные плюс информацию. Вот то, чего до сих пор не было. Особенности цифровой экономики такие хочу подчеркнуть. Если раньше индустриальная экономика производила, строилась на основе массового производства, вот все мы носим одни и те же костюмы, только размеры у них разные, а так костюмы все производятся в массовом порядке по одному стандарту. А в цифровую эпоху каждый может индивидуально себе заказать костюм, и производство будет рентабельно даже при производстве одного единственного продукта, экземпляра по вашим предпочтениям. Потому что в основе цифровой технологии сегодня лежит трехмерная печать, то есть можно печатать и продукцию, поэтому можно ее сделать буквально индивидуально. Почему я это говорю? Потому что ведь теперь математика прежде описывала экономику массового производства. То есть там все производство агрегировалось, все население, все трудящиеся агрегировались, и все производилось, рассчитывалось для как-то среднего человека, для средней продукции среднего качества. А теперь в цифровую экономику будет индивидуальное производство, поэтому и математика должна быть совершенно иной. Вот эту идею я хотел отметить, а реализуется индивидуальный спрос как раз с помощью внесения изменений в саму модель математическую, цифровую модель, и путем печати на 3D-печатающем устройстве. Но крайне важно вообще спрогнозировать на 2-3 десятилетия, потому что, вот я сказал, цифровая эпоха, она протянется с 20-х до 50-х годов. И нам очень важно иметь прогноз на весь период цифровой эпохи. Вот оказалось, что для этого очень важно математике использовать длинные циклы Кондратьева. Экономика мировая, она развивается циклично. Есть большие, малые циклы. Вот 100 лет назад великий русский ученый, экономист Кондратьев Николай Дмитриевич открыл длинные циклы продолжительностью примерно 50-60 лет, прошлого века. А вот в конце 20-го, в начале 21 века они сократились, потому что жизнь идет динамичнее, прогресс идет быстрее. И теперь это примерно 30-40 лет. Вот в 2018 году начался 6-й большой цикл Кондратьева, а каждый цикл порождается новой технологической революцией. Вот этот цикл цифровой Кондратьева, он порожден как раз NBIT технологической революцией, и в ее основе будет лежать
цифровые платформы, цифровые технологии. А предыдущий, 5-й цикл Кондратьева, он начался в 80-м году и формировался под воздействием микроэлектронной революции, которая принесла информационно-коммуникационные технологии, биотехнологию и так далее. Поэтому, когда мы используем кондратьевские циклы, то мы можем горизонт прогноза продлить до 50-го года. Вот мы впервые в Московском университете разработали модели, которые позволяют прогнозировать как раз на 20-30 лет. Дальше невозможно, потому что там меняется технология, и там уже предсказать трудно. То есть горизонт прогнозирования в современной экономике – это максимум 30 лет. То есть дальше заглянуть практически невозможно. Вот этот 6-й уклад, который протянется до середины века, он как раз основан на MBIT-технологиях цифровых и других производных от этих технологий. Вот они графически очень красиво выглядят. Видите, эти длинные волны, которые имеют протяженность. Вот так развивается мировая экономика волнами, как в океане. Вот идет спад, рецессия, кризис, потом идет подъем на 20-30 лет, потом снова кризис. То есть кризисы, подобные тем, которые вот последнее произошло в 2008-2009 году, они являются органичной частью экономического развития. То есть они не случайны, они наоборот даже полезны, потому что они позволяют как раз попрощаться со всем прошлыми технологиями, малопроизводительными, прошлыми формами организации труда и перейти к новым, более производительным, более качественным технологиям. Так что этот процесс, он недаром Всевышним спущен человечеству.